все прекрасное, что он создал, человек, помолчав, называет высоким. Реки вспаивают поля, города над рекой, в соле, и как сердце летит земля, перевитая жилами рек. Нелегко проложить пути до вчерашних туманных звезд. Но труднее на земле найти путь, что в сердце своем пронес, что рекой прошел по земле, что навеки связал города, что лучом бушевал во мгле, освещая твои года. Нелегко, но ты должен найти путь, что в сердце до звезд донес. Путь земной, продолжение пути до сегодняшних ярких звезд. Казахстан, небо твое богато звездами, а земля великими людьми. Щедрая земля твоя дала миру много героев, что прославили тебя. Звезда великого Курмангазы высоко и ярко сияет на твоем небосклоне с давних времен и по нынешние дни.
Основоположник Дюря, известный клише композитор Курмангазы, родился в 1823 году в семье батрака Сагырбая в урочище Жидель современного Курмангазынского района Атыраусской области. Рожденного в день празднования Курбанайта, младенца в честь праздника нарекли именем Курмангазы. Однако из-за нужды и других жизненных трудностей в семье родители были вынуждены отправить малолетнего сына Курмангазы пасти Бая. Чувствительный и толковый не по годам мальчик понимал трудное положение своей семьи и всячески старался поддержать в меру своих сил. Присматривая за овцами, он увлеченно играл на маленькой добре, которая стала единственной отрадой и неразлучной спутницей в трудной работе. Извлекая из трудом чарующие звуки, мальчик забывал обо всем на свете. С наступлением вечера в свободное время слушал старейшин клише. Ярким впечатлением, глубоко взволновавшим его душу и повлиявшим на всю его будущую судьбу, был приезд в аул знаменитого народного музыканта Узака.
прославившийся своим мастерством в Букирской Орде, направляясь в аул Шакабала-Бая, останавливается у дома батрака Сакырбая. С восторгом вслушивался и всматривался Курмангазы в его игру, стараясь в точности запомнить реплики и легенды, перенять от большого мастера все тонкости сложного искусства свободной импровизации. Однажды, после состязания Киши, которое длилось днем и ночью в течение нескольких дней, почетный старейшина Узак Киши, приметив в Курмангазе особый интерес к музыке, просит его сыграть на добре. Восхищенный выступлением молодого человека, Узак Киши предсказывает ему большое будущее, дав свое благословение.
Курмангазы в поисках выхода из нищеты уводит знаменитого скакуна, вороного коня у Аубакира Бая, долгие годы обсчитывавшего его отца. В ответ Аубакир Бай принудительно забирает младшего брата Курмангазы Байгази у Шагабала Бая для того, чтобы он пас овец. Сагырбаю приходится перебраться из родного края в пустыню. Можно сказать, что с этого момента Курмангазы начали называть вором Барымташи. Со временем Курмангазы отказался от работы пастуха и решил посвятить себя любимому делу – музыке. Оседлав вороного коня и упаковав сосновую деревянную домбру, он направляется в путь, в поисках благословившего его домбристу Кришиву Заката. Найдя его, с упоением и восторгом вслушивался и всматривался в его игру, стараясь в точности запомнить древнюю легенду, перенять от большого мастера все тонкости сложного искусства. В 17 лет юноша покидает родной аул и становится свободным музыкантом, вместе со своим учителем странствуя по степи, встречаясь с людьми, изучая жизнь и обретая постепенно славу виртуоза. Первые произведения Курмангазы были просты по тематике, форме, способу выражения музыкальной мысли. Это кюи, передающие радостное, праздничное настроение, веселье и игры аульной молодежи. В конце 30-х годов XIX века в Букеевской Орде началось крестьянское восстание во главе с Исатаем Таймановым и Махамбетом Утемисовым. Это движение было направлено против колониальной политики царской администрации и несправедливости местных баев и феодалов. Представители рода Кызылкурт, включая Курмангазы, примкнули к участникам восстания против колонизаторов и их султанов. Хан Джангир, жестоко подавив крестьянское восстание, яростно начал преследовать и наказывать активных участников восстания. Естественно, бунтарские киргизы были не по душе правителям степи, что мешало им в установлении порядка. Таким образом, мы убеждаемся, что Курмангазы начал создавать свои гениальные произведения под ярким впечатлением социального взрыва, потрясшего великую степь и глубоко взволновавшего душу будущего патриарха казахской музыки. Қазақтың ежелгі руы адайдың білікші. Жауынгерлік рухын білдіретін әйгілі адай күйі Құрманғазы шығармашылығында ерекше орын алады. Бұл күй халқымыздың жауынгерлі, білікшіл рухын ғана емес, сондай-ақ халықтың рухын көтеретін жүйрік жас ырғақтарымен ерекше шеберлікті
Адайда заманымыздың ұлы өнерпаздарында тәңгілікті тіл, аса сезімталдық бар. Адай азаттықтың ұраны сияқты естіледі. Құрманғазы халық арманын осы кейде көрсете отырып, халық билеуші екенін музыкалық тілмен айқын аңғартады. коррумпированных чиновников. Понятно, что бунтарские тюи, передаваемые народом, что называется из уст в уста, власть имущим были не по душе. Применив испытанный способ ложного доноса, обвинив в конократстве и бродяжничестве, Курмангазы бесконечно арестовывали и бросали в тюрьму. Так однажды на Курмангазы, верно сидевшего на том и игравшего на домбре, напали люди Жанши и отправили в Уральскую тюрьму по ложному обвинению в конократстве, квалифицировав как вора-барындаши. Отважный Пиши, проявив находчивость, сбежал из тюрьмы. Вернувшись в родные края, увел знаменитого коня по имени Аксу у Кемел-Таре, известного жестоким обращением с простым народом. Решив, что на земле, принадлежащей Букейхану, ему не будет жития, Курмангазы переправляется через запретный мост Таскишу на реке Жари, Урал, и направляется в Мангистауские края.
годах, тоскуя по родным краям, своим родителям, молодой Кюйши, переплыв реку Урал, возвращается в родной аул. Увидев своих постаревших, измученных из-за тяжелых условий жизни и быта родителей, он был ошеломлен. С целью справедливого решения вопроса возврата долгов Абу-Бакир Баям его родителям, Курмангазы добивается встречи с Баям. Однако тот не думает возвращать долги и пытается со своими работниками задержать его. Кюйши просит его выслушать, аргументируя тем, что голову можно отрубить, а язык нельзя. Абу-Бакир не стал слушать его и приказывает своим людям задержать Курмангазы. Однако джигиты не решаются подступиться к нему из-за его сильных кулаков. Курмангазы с помощью своего Ансура скрывается от них и возвращается домой. Однако упрямый Абу-Бакир с нукерами приходит к нему и связывает его. Затем, заковав кандалы, уводит пешком в уральскую тюрьму. Курмангазы не стал дожидаться, как распорядятся его судьбой, и ночью, перерезав решетку, сбежал из тюрьмы. Курмангазы, сбежав из тюрьмы, благополучно вернулся к своим родителям, решив в дальнейшем жить спокойно, честно, но опасаясь преследований. Начал работать у Бая Пульмана в Дальнем ауле, скрывая имя своего отца под именем сына Базарбая. Кюйши 2,5 года работал тихо и незаметно, заботясь о своих родителях. Кульманбай отдал ему коня за его труд, выросший хорошего скакуна, неоднократно выигрывавший на конских забегах. Весть об этом дошла до Абу-Бакира Бая, отправившего к нему 2 своих джигитов с приказом забрать коня, со словами: «У нищего Курмангазы откуда скакун? Наверное, украл у кого-то. Заберите у него коня, и если приедет искать, то мы покажем этому разбойнику». Курмангазы дал отпор этим бомбекерам и свалил их с лошадей со словами: «Передайте Абу-Бакиру увиденное и услышанное». Курмангазы решил временно скрыться от преследований Абу-Бакира Бая. Перед своим отъездом, взяв в руки дамбру, вдохновенно исполнил кюй. Несомненно, собравшиеся друзья сразу догадались о содержании этого кюя, даже не спрашивая. Ведь язык мелодии шептал: «Прощай, мама, прощай». Самым печальным было прощание с матерью. По преданию Курмангазы, погостив на побережьях Екжарика и Жем с невестой Ауэс, со сватанной матерью Унисинкула Перишин-Велика, несколько дней живет в своем ауле. Затем уезжает, поручив заботу о своей жене и родителях дальнему родственнику и другу Джалелю. 1853 жылдардың басында Құрманғазы Жайық өзенінің сол жағалауына барып, Төремұрат, Өтен, Нарынбай батырларының ауылында болды. Олармен қатынас бауырдай араласады. Құрманғазы мұнда тек виртуоз күйші ретінде ғана емес, мықты, балуан, тамаша атқыш, найзаны шебер ұстайтын жауынгер ретінде де көрінеді. Бұл ретте кеше өзі куә болған тарихи оқиғаларды әуен тілмен жырлап, ғасырлар бойы мәңгілік етіп, ұмытылмас естеліктерді қалдырды. Сазгердің есімін Ақсақ Киік деп атаған күйі осы сапарда дүниеге келген.
Курмангазы радует родителей, добравшись благополучно до дома. Он полон решимости остаться, заботясь о родителях. Но неудачи преследовали его. И в 1857 году его вновь отправляют в Оренбургскую тюрьму. Физические страдания от разбитых дорог переплетаются с душевными муками. Кюйши после долгого пребывания в тюрьме принял решение бежать. Қызыл қайын күйінің шығу тарихы бұның түрмеден қашып кетуімен байланысты. Ол қуғаннан қорқып, далада өсіп тұрған жалғыз қайының бұталарының астына қығылады. Бұл шығарманы орындамас бұрын Күйші терең тебіреніспен елім, жерім, шөбім, ағашым. Бәрі панашым. Бұл мені бұтақтардың арасында паналаған, судан паналаған. Қайын ағашы туралы меңзейді. Бұл кей менің туған далам туралы маған құшағын ашып, қара жалдан құтқарған халқымның даңқты салт аттылары туралы. Услышав, что отца Сакырбая не стало, а 3 дня назад жену АОС и ее грудного ребенка забрали в качестве заложников солдат и конвоиры в Оренбург, Күйши с печалью в сердце присел с опущенной головой. Курмангазы, повидавший на своем веку много горя, быстро пришел в себя и, собрав волю в кулак, покинул дом друга. Желая спасти свою семью, глубокой ночью приходит домой, где мать встречает его в полной печали и горе. Для спасения своей семьи он с помощью друга Джалеля захватывает ухо Неюбая, направляется на перевал, где остановились солдаты на ночлег. Выждав, когда уставшие от дороги солдаты уснули, подал знаки жене АОС условным свистом. На этот раз Күйши, демонстрируя свой опыт, захватив оружие, скрывается с семьей в темноте. В 1866 году он был заточен в уральской тюрьме, откуда с трудом освобождается через год. Ауырда азаптың өмірден қажыған. Құрманғазы сабырлы өмірге аяқ басқандай көрінді. Бірақ мұндай өмір ұзаққа бармады. Астрахань генерал-губернаторынан шұғыл шақыру келді. Генерал-губернатордың бұйрығымен Құрманғазы Астрахань түрмесіне қамалды. Ол жерде қалмақтардың атақты жауынгері
Саранжаппен кездесіп, онымен бірге түрмеден қашады. Олар Астрахань іргесінде кеші білімді Ерғали Есжановтың үйінде 2 айға жуық жасырынып жүр. Құрманғазы Ерғалидың құдайы болған, кешінің ұстазы болғанын, домбыра тартуды, шығармаларын орындауын қалаған. Құрманғазының жаңа шығармаларын оқу арқылы шеберлігін шыңдайды. Құрманғазы туған елге аттанар алдында Саранжап атты жаңа күй шығарып, шығарманы достарына арнап, осы күй сен екеуміз бірге болған күндерді есте қалсын деген сөзді айтады. Опасность возвращения на родину, даже всемогущий генерал-губернатор может вернуть его обратно в тюрьму. По совету своего друга Ергали, Курмангазы едет просить покровительства у Макарта. Значимо, Курмангазы заочно. В начале 80-х годов великий Кюйши добрался до родных краев с радостной новостью. И по совету родоправителя Макаша переехал с семьей в урочище Жиделе в Сахну, а затем провел там остаток своей мирной жизни. После избавления от преследований Курмангазы отправляется в Китай, говоря: «Господи, надо проведать родной край». Көбік шашқан композициясы Құрманғаздың осы сапар нәтижесінде бізге жеткен ең үлкен туындысы. Қашаған жырау туралы шығарманың шығу тарихы Каспий теңізінде балықшылардың өлімімен байланысты эпикалық поэзия түрінде. Көбік шашқан поэмасы жай күй деп қабылдауға болмайды. Ол қос ішекті домбыраның құдіретінде біз қабылдап, асқақ батырлық көңіл күйде оятатын нағыз ұлы жыр.
Последние годы жизни великих Кюйши прошли спокойно и мирно, что отражено в его произведениях «Немалый соток» и «Итог», раскрывающий значимость его творчества, образ жизни Змеи Кюйши. Осенью 1889 года, после недолгой болезни, он скончался в местности Шайтан-Бата, Астраханской области и был похоронен в селе Алтынжар, нынешнего Володарского района Астраханской области России. Великий композитор оставил после себя богатое творческое наследие. Создал школу учеников-наследников его творчества, благодаря которым наследие великого Кюйши стало духовным и культурным достоянием казахского народа. Курмангазы — это легендарная личность, ставший мегаличностью, человеком-горой. Курмангазы знали как несломленного, сильного духом человека. Если говорить его собственными словами, Курмангазы никогда не сдастся и не примирится с судьбой. Народный музыкант, композитор, поднявший казахскую инструментальную музыку на мировой уровень. Обогатил традиции исполнения на тамбре новыми жанрами, образами и исполнительскими приемами. Курмангазы Сагырбайлы – это выдающийся тамбрист, композитор, которым по праву гордится казахский народ. Его творческое наследие насчитывает около 60 кюев. Сарыарқа киер 1973 жылы халықаралық музыка трибунасында классикалық шығарма ретінде танылып, ЮНЕСКО-ның байланыс жүйесінде орындауға ұсынылды. Құрманғазы шығармашылық жиндарының арқасында бүкіл әлем қазақтың музыкалық мәдениетін таныды. Классикалық күй жанрының әлемдік деңгейге шығарған Құрманғазы Сағырбайұлының шығармалары тәуелсіз. Қазақ елінің сарқылмас рухани байлығына арналған.
Конштамс. Мы рады вас всех приветствовать в нашей школе. И я бы хотела сейчас представить наших замечательных, талантливых детей. Сегодня театрализованная сценическая постановку подготовили 3 отделения. Это отделение хореографии. Ребята, помашите ручкой. Это отделение театрального искусства. Ну, это большое отделение казахских народных инструментов. Помашите ручкой. Ну и сейчас я хотела бы поблагодарить, конечно же, наших профессиональных педагогов, без которых бы, наверное, это представление у нас не состоялось. Это педагоги и хореографы Лукьянчук Ирина Александровна и Кузнецова Елена Васильевна. Это наш знаменитый Кюйши Есенов Сакен Сагнович. Светлана Тахарская-Улы. Абдалтай Шемия, Аронова Александра Ароновна, Абдалтай Каршига, Садыкова Алтын Ганиевна. Ну и самый главный режиссер-постановщик, сценарист этого представления Попеловская Ольга Валерьевна. Я сейчас, может быть, Салтан Бекетовна, погодите, стоят, вы скажете 2 слова. Потом мы детей отпускаем, и у нас рефлексия для педагогов, которые пришли на семинар. Уважаемые коллеги, артистер, бұл жалпы осы өнер, балалар өнер мектебінің оқушылары сіздерге шын жүрегімнен Қарағанды облысының білім беруді дамыту науқасы орталығы атынан үлкен шын жүректен алғысымды білдіремін. Үлкен үлкен шара, үлкен дүниені көрсетіңіздер, қаншама жақсы таланттар бар екен, иә. Құрманғазы ағамыздың, атамыздың күйін арқылы барлық сол уақыттағы осы ішкі жан дүниесін, сол уақытта қазақ елі болып жатқан бүкіл дүниесін бір күй арқылы ғана білуге болады. Бұл кісінің күйінен кейін сөзді қажет етпейді, себебі күйінің өзінде барлық тың дүние жатыр. Сол барлық сол тың дүниені мінекей әріптестер арқылы, мінекей мұғалімдеріңіз арқылы сіздер соны бізге бере алдыңыздар. Сол үшін сіздерге шын алғысымды білдіремін. Ары қарай жаңағы сіздер алып жатқан өнерлерін шыңдана берсін, үлкен өнер иесі болыңыздар. Театрал жағынан болмасын, мінекей домбыра күйі жағынан болмасын, би жағынан үлкен жетістіктер, сабақтар жақсы оқыңдар, сіздерге рахметімді айтамын. Құрметті әріптестер, от всей души, от имени УМЦ хочу выразить, от имени управления образования хочу выразить благодарность Инне Анатольевне, которая с 2 месяцев тому назад мы начали готовиться к этому мероприятию. Самое главное, наша была цель, чтобы мы показали всю работу, связанную с цифровизацией. Мы хотели, чтобы люди увидели, чтобы с организацией образования пришли руководители театральных кружков, чтобы они посмотрели, что такие важные, глобально хорошие вещи происходят. Благодаря нашему дому образования столько мастер-классов, столько театрализаций, столько детей мы показываем. Главное, чтобы вы для себя получили хотя бы небольшую изюминку, и эту изюминку вы для себя использовали уже в дальнейшей вашей работе. Я думаю, что это наша работа на этом не остановится, что мы в дальнейшем будем также работать, потому что, я еще раз говорила, нашу деятельность организационную здесь надо возобновить, надо в руки взять, надо детям все это отдать, детям показать, потому что дети у нас очень талантливые. Мы сегодня видим, да, столько мастер-классов, у всех, куда бы я ни зашла, такое впечатление получила, потому что я сама от театрализации далека, но я хоть и не понимаю, получила для себя очень много полезного. Я надеюсь, что вы тоже каждый получил для себя самые-самые лучшие моменты. Сегодня был действительно большой праздничный день. Я очень сильно благодарна, Инна Анатольевна, ваша благодарность. Теміртау қаласы білім бөліміне, ол білім
ішіндегі шыр-пыры жүрген осы Қарғашқай жанындағы барлық осы істің тындырып званда қалай болады, не істейді деп өзіңіз барлығын атсалысқан сізге шын жүректен рахмет. Осы кісілердің барлық жұмысы сіздің арқаңызда жүзеге асырып жатқаныңыз барлығын біледі. Және осы балалар өнер мектебінің ұжымына үлкен рахмет білдіремін. Рахмет сіздерге. Ну, мы сейчас, ребята, уходим, а взрослые остаются у нас в зале. Тоже родители тоже попробуйте.